ЧГПУ прошла международная научная конференция «Хурита. Уральский мир и цивилизации Передней Азии. Языки и этнокультурные связи». Цель конференции – объединение специалистов из разных стран и регионов для обмена опытом. Мероприятие продлится до 11 октября. Как прошла встреча, расскажет Лена Зырова. Я хочу от имени Академии наук Чеченской Республики, от имени интеллигенции Чеченской Республики поздравить всех вас с началом международной конференции. Со вступительного слова президента Академии наук Чеченской Республики Джамбулата Умарова началось пленарное заседание конференции. Продолжают его ученые. Собравшихся приветствует профессор, доктор исторических наук Явус Ахмадов. Сегодня и завтра мировое языкознание и историческая наука совершат зримый шаг вперед. Мы увидим, как всплывает Кавказская Атлантида, входившая в древности цивилизационное поле Месопотамии и Передней Азии в целом. Кавказский регион и междуречье Тигра и Ефрата в древности были близки не только в цивилизационном плане, но и географически. Так, расстояние от города Грозного, где мы находимся, до Багдада по прямой составляет около 1000 километров. В среднем до 20 дней пути на хорошей лошади или верблюде. Арабские воины, кстати, проделывали в VII веке новой эры такой путь из иракских военных лагерей в Дербенту и Тбилиси еще быстрее. При жизни второго праведного халифа Умара ибн Хаттаба арабы вышли через Дарельское ущелье на равнину Северного Кавказа, достигнув Керчь-Сулакского междуречья. Международная научная конференция «Хурита. Уральский мир и цивилизации Передней Азии. Язык и этнокультурные связи» собрала научное сообщество из разных стран. Так, например, работа одного из гостей чеченской столицы, профессора Тбилисского государственного университета Циры Барамидзе, посвящена изучению нахско-дагестанских языков. Многие ученые из Кавказа, из разных стран считают, что эта цивилизация была связана с палеокавказским миром, частично нахско-дагестанским, то есть ветви этих языков. Но цивилизация не существует только в языке, существует и в этнокультурных аспектах. То есть мы изучаем, это так есть или нет. Кто мы? То есть мы изучаем нашу автентичность, то есть наше прошлое, чтобы знать. Это для науки очень важно, и для поколения, будущее поколение, тоже очень важно. Думаю, что очень интересная конференция. На таких конференциях иногда очень актуальные проблемы выставляются и, в конце концов, решаются. Знатоки мира древности после представления разошлись по 3 секциям и приступили к детальному изучению вопроса. Со своими докладами выступают представители научного сообщества. Здесь же идет активное обсуждение актуальных тем по вопросам истории, археологии, мифологии и языков Древней Передней Азии. Большой интерес конференция вызвала у ученых не только из России, а также из Турции, Бельгии, Франции, Великобритании, США, Грузии, Армении и Ирана. Некоторые из них принимают участие онлайн, но многие представители стран приехали лично. Предки профессора Махмута Угуз-Кутлу из Турции являются выходцами с Кавказа. Он выражает благодарность за организацию и приглашение на мероприятие, а также отмечает роль Рамзана Кадырова и всего чеченского народа в оказании помощи и устранении последствий недавнего землетрясения в Турции. Fakat biz buraya davet edildiğimiz için çok memnun olduk. 4 arkadaş geldik Türkiye'den. Мы очень рады присутствовать здесь и благодарим за приглашение. Мы приехали в составе 4 человек в делегации. Ve ilk defa geldim buraya. Я первый раз нахожусь здесь. Çok gurur duydum. Gelişmeyi çok büyük bir memnuniyetle izledim. Çok memnun oldum. Я был очень рад увидеть те изменения, которые произошли после военного периода, и то, что мы увидели здесь в Грозном, нас впечатлило. Ayrıca da deprem sırasında, felaket sırasında Çeçen halkının Türkiye'ye yaptığı yardımdan dolayı da teşekkür ediyorum. Отдельно хочу поблагодарить всех чеченцев, принимавших участие в помощи Турции во время землетрясений. Мы это ощущали и знаем. Başkanımız Kadirov 2 tırı Çardak Çeçen köyüne gönderdi. Biz onları büyük bir mutlulukla kabul ettik ve sevindik bundan. Yalnız olmadığımızı hissettik.
и главой республики Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым были отправлены 2 фуры помощи в чеченское село Чардак, которое находится в Турции, в эпицентре землетрясений. И очень благодарны ему за такую помощь, которая позволила нам ощутить, что мы не одни, что о нас помнят, о нас знают на исторической родине. Пользуясь случаем, хочу передать салам и маршал всем жителям Чеченской Республики, его землякам, соотечественникам, от всех чеченцев, которые находятся в Турции. Хурита-Урартский мир – огромная площадка для изучения и трудов исторического, археологического и лингвистического сообщества. Гипотеза, хурита-урартская проблематика, она выводит древнюю историю Кавказа на совершенно новый уровень. Мы совершенно по-новому можем смотреть на исторические процессы, которые протекали в древности на этой территории Евразии. Но совершенно новые будут подходы к этногенезу, к этнической истории коренных народов Кавказа, чеченцев в том числе. Поэтому значение это имеет огромное. Это говорит о том, что наше историческое развитие, оно никогда не замыкалось в наших узких таких географических рамках, а имело широкое трансевразийское значение, трансевразийское звучание. И мне кажется, этой традиции нужно следовать и сегодня. Цель конференции – объединение специалистов из разных стран и регионов для обмена информацией о последних достижениях в исследовании языков и культур Древней и Передней Азии. Вопросы затрагивают на самом деле для любого народа, я бы сказал так, если применить философский термин, да, экзистенциальное, то есть вопрос быть или не быть. Поэтому, ну как, без исторической памяти народа быть не может. Но некоторые, так сказать, я бы их даже не назвал околонаучными, потому что около науки стоять это почетно. Но кое-какие, скажем, блогеры, провокаторы, которые поставили себе задачей стравливать народы между собой, заполонили наше информационное пространство. Наука в данном случае не может молчать. Там, где молчит наука, начинается и межнациональная рознь. Там, где молчит наука, начинается, так сказать, ксенофобия и фашизм. Поэтому мы живем в едином доме, мы живем на Кавказе. Вот. И поэтому во избежание дальнейших разговоров о том, что чеченский язык, чеченская культура находятся где-то там и находились на обочине мировой цивилизации или там, не знаю, мировых цивилизаций или вообще мировой истории, мы решили, так сказать, охладить пыл таких вот горячих голов, да, и голос, академический голос должен быть услышан. Для этого мы делаем все необходимое. Конференция проходит в статусе, имеет статус международный. Она имеет право принимать свои резолюции, поэтому мы поставим определенные знаки препинания, так сказать, да, актуализируем вопросы нашего языка, его древности, вопросы нашего этногенеза, то есть происхождения чеченского народа. В кое-каких докладах это будет звучать. На эти вопросы мы будем выходить через древнюю мифологию, через древний эпос, через вопросы археологии, через вопросы лингвистики и так далее, так далее, так далее. Конференция продлится вплоть до 11 октября. Ее результаты внесут большой вклад в изучение цивилизаций Передней Азии, а материалы будут опубликованы через международное издательство. Лия Назырова, Сайди Дадаев, Юсуп Успанов. Новости.